Следующий на матче чемпионата Республики Беларусь между командами футбольный клуб Привацевичи и футбольный клуб Крумкачи. Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на наш стадион. И желаем вам получить удовольствие от игры. Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной игры. И желаем удачи командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Ну, гимн же. Юра, никому не показывай. Наша оружие. Зверье. Ну пока здесь не появились. А у тебя микрофон включен уже или нет?
Уважаемые зрители, просим вас встать для исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Зайдите на группу, зайдите там. Всем привет, сегодня смотрим матч 15-го тура второй лиги. Вот и супер сейв совершает сразу же вратарь. Хозяев не успела ничего рассказать. Юрий Вацевичев. И будет подавать угловой Крумкачи, а после этого я расскажу о составе нашей команды. Завершается первый круг сегодня во второй лиге. Не дают мне ничего сказать. И можно сказать, второй удар в створ, Баскаков набрасывал на ворота. Там никого никто не смог завершить передачу. А вот уже в атаке хозяева. Дмитрий Прохачев неудачно сбрасывает. И снова момент хозяев может быть. Захарьев со своего правого фланга вернулся и подстраховал здесь. Но хозяева продолжают владеть мячом. И
ничего опасного не случилось, и крумкачи начинают свою атаку. Хотел я объявить стартовый состав нашей команды, но это делает Мартин на секторе. Не знаю, слышно ли вам, но довольно много людей приехало поддержать крумкачи на далекий выезд. 200 километров Ивацевичи до Минска. Ну, 20 человек, 25 человек где-то в секторе гостевом. По катящемуся мячу пытался разыграть игру хозяев. Судья заставляет перебить. Это, кстати, Олег Прощенко. Если вы болеете за крумкачи со времен высшей лиги, то можете помнить, что Олег Прощенко играл за нашу команду еще в 2015 году. Единственный Борис Ивацевич, который играл за крумкачи. Красивый новый стадион в Ивацевичах, открыли его только осенью прошлого года. Очень живописные места. Не знаю, оцениваете вы это через трансляцию, но если вы поехали на выезд, можно бы посмотреть. Такой крумкачи с Кошелем, с мячом. Пытается подать на Ходневича, но защитник первым успевает. Два новичка сегодня в составе крумкачев еще на поле. Это только буквально вчера заявили старого знакомого болельщика Вороном Алексея Василевского, который первую половину сезона провел в Барановиче в первой лиге. И под 11 номером сегодня играет Дмитрий Прокачев, известный белорусский футболист, чемпион Беларуси в составе Минского Динамо 2004 года. Он сегодня под 11 номером, обратите внимание. Последние 2,5 года Дмитрий провел в составе Городей высшей лиги. Даже забивал крумкачам в прошлом сентябре в матче в Минске, когда Городей было сильнее 3-0. А Прокачев забил Антон Шунто гол, а теперь играет за Ворон. Смог Ходневич пробить, но был момент для удара. Посмотрим, чем атака закончится. Баскаков перебирает. Отдал на Кошеля, очень хороший момент может быть. Но Прокачев немножко не добрался до мяча. Не хватило немножко роста ему в этом моменте. Макаров нарушал правила, кстати, но мяч оставался у хозяев, поэтому арбитр не слышал. Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Сначала номер 14 Антон Шунто. Футбольный клуб Крумкачи. Неплохо. Леша Ходневич упал. Номер 2 Денис Лукашов. Номер 3 Александр Былина. Номер 4 Владимир Шебека. Номер 7 Дмитрий Гахариан. Номер 8 Игорь Макаров. Номер 28 Павел Баскаков. Номер 9 Алексей Ходневич. Номер 49 Сергей Кошель. Номер 11 Пархачев Дмитрий. Номер 55 Василевский Алексей. Запасные игроки. Номер 69 Лойко Владимир. Номер 5 Владимир Давидовский. Номер 13 Андрей Пивульский. Номер 23 Сергей Одесько. Номер 20 Евгений Брилев. Главный тренер
Кучук Алексей. Тренер. Дукаш Андрей. Начальник команды Гопанов Александр Федорович. Ты не видишь, смотри на поле. Вова, давай. Низко опускается. Футбольный клуб Пилоцевичи. Номер 33 Кожедуб Максим. Номер 11 Мигно Артур. Номер 14 Макаревич Артем. Номер 2 Протченко Олег. Номер 8 Ванда Александр. Номер 21 Тупалов Михаил. Номер 5 капитан команды Жук Михаил. Номер 3 Водопьян Иван. Номер 20 Бахарь Алексей. Номер 9 Богданович Дмитрий. Номер 19 Николаенко Кирилл. Запасные игроки. Номер 1 Литвинчук Дмитрий. Номер 15 Власовец Евгений. Номер 13 Мариончик Игорь. Номер 18 Белоглазов Александр. Номер 4 Ермакович Виталий. Номер 10 Петровский Дмитрий. Начальник команды Крут Геннадий Васильевич. Главный тренер Беленко Вадим Александрович. Хорош. Смогли. Ну что, послушали мы составы команд. Можно сказать, что первые там сколько прошло? Почти 10 минут. Больше мячом идет Крумкачи, но видно, что могут хозяева убежать в атаку. Так что нужно быть очень внимательными нашим центральным защитникам. Сбулина очень классно отдал на Захарию. И здесь он запустил по правому флангу Лукашов. Джок там пытается бороться с защитниками, но тяжеловато. А вот Алексей Василевский. Тоже по составу нужно нашему еще раз пройти, кто знает. Есть, в принципе, все знакомые игроки, только вопрос. Расстановка нужно смотрите сами здесь. В воротах Антон Шунто, защитники Гахария, Былина. Смотрите, как хорошо дал Былина как раз таки. Может, знаете, кто у нас этот помощник? Отличная передача Прохачева на Ходневича. Не попал Алексей, пробил выше ворот, но думаю, что будет активно здесь фланги Крумкачи атаковать сегодня. Так вот, защитники Александр Былина, номер 3, Владимир Шибека, 4-й номер член команды в отсутствии Дмитрий Жданка. Еще один Дмитрий Гахария и Алексей Василевский, номер 55-й. В центре поля Павел Баскаков. Прохачев в очередной раз оказался в центре внимания, выиграл единоборство, хотя было тяжело. Игорь Макаров с мячом, номер 8. Денис Лукашов на позиции Дмитрия Жданка выступает в опорной зоне. И в нападении дуэт Алексей Ходневич и Сергей Кошин. В прошлом туре Крумкачи... Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в составе. Главный судья Лешук Илья, город Узда. Помощники Чайчин Сергей, Смолевичи. Олешкевич Иван, Столбцы. Стецурин Сергей, город Брест. Инспектор матча Чекун Олег, Столбцы.
Водопьян наносил третий номер. Хороший плотный удар, чуть выше ворот. Показалось, что Антон что-то контролировал. Да, давайте это видеть. И мяч попал в створ, Антон не справился. Вот и хозяева показали, что могут играть в атаку, бить поворота. Шмилацевич только один матч домашний 6 проиграли. Ашмяном, одним из лидеров чемпионата, который занимает пока третье место. Так что команда очень боевитая, особенно дома. Теперь Макаров с мячом, что будет делать? Пас на Кошеля, опасно, штрафных. Джок перебросил ворота и... Баскаков сейчас показывает Кошелю, что нужно было немножко назад отдать, в районе 11-метровой отметки, либо на линию штрафной. Не успел просто сориентироваться Джокс. Ждем, что будет дальше. Тем временем уже 14 минуты подходит к концу. Пока довольно... Не сказал бы я, что сильно преимущество имеет отдельная команда, просто что Крумкаши чуть больше владеет мячом. Денис Лукашов хорошо доборолся, едва не потерял мяч, но все равно хозяева остались с мячом, там флангу Гахарии проходит. Еще один удар. И опять это третий номер, надо внимательно смотреть. Иван Водопьян очередной раз пробивал. Два опасных удара именно от этого футболиста, видели? Артур Мягко, 11 номер, там и аут будет вблизи ворот Крумкачева. Вот и хозяева немножко собрались, прибрали мяч. Там угловой, я думал, там аут. Честно говоря, с этого ракурса было непонятно. Будет подавать. Наигранная комбинация. Попадает мяч Баскакова, на самом деле, опять очередной раз бил уже третий номер, третья попытка его. Ивана Водопьяна. Повезло, что Баскаков доиграл эпизод, стал на пути мяча и получил небольшое повреждение в борьбе Алексей Василевский, но прихрамывает, но вроде поднимается, и надеемся, что с Лешей будет все в порядке. Да, вчера Василевский заявился в состав Крумкачева, провел защитник 41 матч за Крумкаши в высшей лиге, 2 сезона, забил 4 мяча, 3 в высшей лиге, 1 мяч в Кубке Беларуси. По наигрышу за историю клуба входит в десятку. Былина разгоняет. И пас на Кошеля. Сейчас Кошеля должен первым на мяче быть. Ого! Едва не ошибся защитник. И вратарь, они там не согласованно сыграли. Алексей Ходневич мог подкараулить мяч. Чуть-чуть не хватило. Продолжает владеть мячом Крумкаши. Дмитрий Гахария подает штрафную.
рикошет, там, защитника, полузащитника. Опять разгоняет атаку через центрального защитника Былина на Василевского, далее Баскаков на Шебеков, даже не точный пас. Гахарий бежал далеко вперед и не было на позиции. Посмотрим, сейчас получится. Пархачев отдавал на Макарова, но опять перехватили защитники. И Артур Мягков хорошо сыграл в подкате. И показывает главный арбитр, что нужно отойти назад и оттуда бросать. Баскаков с мячом. Никому отдавать ему, плотно довольно стали. Вся команда Ивацевича в своей штрафной. Опять бьет Ходневич, хороший навес Гахарий. Чуть мимо, но должен же когда-то этот навес принести плоды свои. В своих предыдущих двух выездах Крумкачи побеждали только с разницей в один мяч. В Речице очень тяжелый матч был. Забитый единственный мяч был Алексеем Ходневичем только за 5 минут до конца игры. И там дополнительное время отмененный гол хозяев Спутника. Тоже вызвал много вопросов. А 2 недели назад в Горках играли Крумкачи, тоже забили добавленное время в самом концовке матча. Денис Лукашов преследует счетом 2-1 победитель Крумкачи. Это опасно. Лукашов успеет ли Бластер? Хороший момент, конечно. Довольно легко вошел по флангу нападающий хозяев. Был 20 номер. Сейбахарь хорошо прошел. Бил. Нарушение правил. Хотели быстро разыграть мяч. Гости, но арбитр попросил существовать мяч в игру. Опять была несогласованность какого-то действия со стороны защитника вратаря, но там успел Максим Кожедуб, вратарь Ивацевича, забрать мяч в руки. Опять нарушение. Делает устное нарушение главный арбитр. Пока без предупреждений в этом матче. Лукашев
на троих пытался пройти, но не получилось. Может получиться после этого хозяев, там будет передача, никого нет. А вот теперь можно опасно играть по мячам, потому что много людей осталось в атаке у хозяев. Баскаков проходит четверых. И если даже на Ходневича, передача совсем не точно. Очередная атака по правому флангу. Дмитрий Гахария с мячом. Отдает Баскакову. За Шибека будет перевод. Скорее всего, на Прохачева. Да, хороший пас. Смотрите, как Шибека разогнал. Отрезал сразу несколько защитников. Подача Прохачева не сильно решилась, и опять могут убегать практически без центра поля. Последняя через игра. Если неточная передача, это уже Дмитрий Прохачев может. Ищики хозяев думают, что мяч шел, там Баскакова загоняют во фланг. Кошель там, Макаров забегает, Кошель не видит Макарова. Ничего себе, хорошо мог получиться удар от Кошеля. От кого уходит мяч? Качев бросает на Былину, и опять начинается атака центральных защитников. Интересно, пытался принять мяч. Болит хозяин такой ощущение, что сказал, что рукой. Темп игры пока не очень высокий. 25 минут уже сыграли команды. Счет не открыт 0-0. Красиво играет Кошель, оставляет мяч. Полностью вся команда Кромкачи на половине поля хозяев. Позиционная атака. Еще не выбивает, уже начинается сначала. Видели мы такие матчи не раз в этом сезоне, например, сборка. А только на последней минуте удалось Кромкачам победить соперника. Макаров подталкивает. Не дает выйти в быструю атаку хозяева. И арбитр свистит, назначает штрафной удар. Опять некоторые далеко, опять проходит футболист. Не первый раз футболисты хозяев так по флангу. Хочется, чтобы быстрее как немножко разгоняли атаки Кромкачи. Захария по флангу пытался пробросить мимо 21-го номера Михаила Тупалова, но Тупалов не повел, становится, и будет бросать аут. Хорошо сыграл Гахария. А вот и нарушение правил на Кошеле. Кошель корпусом мяч прикрыл на фланге. И может быть опасный стандарт. Макаров бежит в сторону мяча, значит будет подавать на высокого Ходневича. Там Владимир Шибеков штрафную подтягивает и Прохачев.
опытный нападающий. В защите остаются Дмитрий Гахар и Александр Болинный. Что случилось там? Все, подавать. Макаров уходит, мяча, значит, Баскаков будет подавать. Призывает Алексей Качук, даже здесь от нас слышно на противоположной бровке. Побороться за этот мяч, очень важно. Успеет ли Лукашов к мячу? Нет, не успевает. Неплохая передача была в центр штрафной, но все как-то толпились, атакующая группа на ближней штанге, а подача была в центр передачи. Василевский сыграл с Прохачевым. Вот так вот. И очередной пас на Прохачева по флангам пытается пройти. Опа. И можно подавать. Очередной кросс в штрафную в исполнении Дмитрия Прохачева. Сегодня и Захария нормально грузит со своего фланга Прохачев. А вот этот Прохачев не добежал, у нас получится опасная атака. Болина, конечно, как молодой сейчас сыграл, просто не повелся на финты нападающего хозяев и блокировал удар поворотом. Опасный момент был. Не успели вернуться левая защита, по левому флангу наш парень. Болина подстраховал. Ходнеч помог своей команде в защите. Благодаря помощи Леши выбили мяч. И пытаются опять начать атаку. Даже сейчас вот смотрите. Не успел. Неплохо по задумке все делал Лукашов. Не смог отдать точную передачу на Кошеля, а там было 2 в 2 буквально. Могли выбегать. Коша открывает счет. Прекрасный гол. Буквально на опыте разобрался. Вот из ничего создали гол, там поборолись Баскаков с Ходневичем, сбросили мяч на Кошеля, Кошель укрыл мяч корпусом, развернулся и положил мяч в дальний угол. Много таких мячей мы видели в его исполнении, еще и в первой лиге в 2015 году, и в этом году тоже. Это вот, получается 7-й мяч для Сергея Кошеля в нынешнем чемпионате. Он сравнялся с Алексеем Ходневичем и Павлом Баскаковым. Поэтому... На 31-й минуте гол в ворота команды ФК Ивацевичей забил футболист под номером 49 Кошин Сергей.
Вот так вот, по сути, из ничего возник этот гол. Открыли счет Крумкадши на 32-й минуте. Смотрим, как дальше будут развиваться события. На самом деле хозяева не так просты, как может показаться. Было видно, что команда может убегать в контратаке и может пробивать из дальних дистанций. То есть были опасные моменты, перспективные у ворот Антона Шунтова. Но пока продолжает открывать Крумкадши. Баскаков подает угловой. Боролся Пахачев за этот мяч, там, но удар не получился как следует. Очередная попытка быстро контратаку называть. Блин, отдает на Антона Шунтова. Ну вот смотрите, опять по флангу пытается пройти, атаковать хозяева. Здесь Баскаков, прихватил немножко руками, но не получил карточку. Сейчас посмотрим стандарт. Хозяева. У мяча Михаил Тупал, 21 номер, левой ногой будет подавать штрафную. А может и поворотом посмотрите отсюда, как бы какой момент интересно будет. Подает на дальнюю штангу. Все бежали штрафную. Антон Шунто не убивает мяч далеко, сразу отдает Александр Былине, и Былин начинает очередную позиционную атаку. Посмотрим, что получится. Ходневич хорошо принял мяч, на самом деле, даже пытался исполнить навес. Получает Пархачев передачу сотрудника органов правопорядка. Посмотрим, как это поможет нашей команде в атаке. Гахария делает подачу. И прекрасный гол забивает Игорь Макаров. Макаров забил. Хорошо на самом деле подавал Гахария, там пролетел мимо мяча Ходневича, гол защитников, и абсолютно один Макаров под касание с лета пробил девятку. На 36-й минуте гол в ворота команды Ивацевича забил футболист под номером 8 Макаров Игорь. Как-то довольно спокойно после 30-й минуты Крумкадши забили два мяча. Посмотрим, чем ответят хозяева. Василевский спокойно. Нарушение было против Лёши Ходневича, здесь получил по затылку, но в честь футболистов хозяев он извиняется, подходит. Не хотел Артем Макаревич нанести повреждение Алексею Ходневичу, так что поэтому.
Василевский выступал за Крумкачи под 5 номером высшей лиги, но когда пришел час команды, этот номер уже занят Денисом Лукашовым. Вот, хороший момент был, Макаров сбрасывал на кош, и уже сильно вышел, пробил Джок. Так вот, и поэтому Василевский не взял 5 номер, а под 55-м выступает. 2 пятерки на спине. Самым таким запоминающимся моментом в карьере Леши Василевского за Крумкачи был июнь 2016 года, когда он в 4 матчах забил трижды, играя, напомню, на позиции центрального защитника. Отличился, забил Бресту еще до эпохи Марадоны. Так бывает, да. Я думаю, Диего бы оценил этот гол просто. Вот. Выиграли Крумкачи 2-1, да, было и такое. Он Граниту забивал, когда Василевский. Все правильно сделал, сейчас именно Василевский не убрал ногу и помешал точно пробить нападающему Николяю. Баскаков показывает, что нарушали правила, там чуть показалось коробочку взяли, но не упал, просто прибежали, наверное, и поэтому арбитр не начал штрафной, не было грубого нарушения. Очевидно, опять атакует Баскаков, пытается пролезть, там, не знаю, сколько там было соперников, 3. Владимир Шебек отдает через себя пас на Антона Шунто. Подходит к концу первый тайм, осталось 2 минуты основного времени, там 43 минута и 2-0. Крумкачи побеждают в гостях Ивацевича. Голами отличились Джок и Игорь Макаров. Джок и Макаров забивают во второй игре, кстати, к ряду. На прошлых выходных эти игроки помогли команде раздавить Энергетик Богату. Давно не забивал Баскаков, ну как давно? На прошлых выходных не забивал. Разыгрывает. Сейчас. О, хорошо. Ну, Баскаков уже обыграл вратаря, но арбитр поднял флажок. Ну, да, боковой. Я думаю, что там быстро разыграли, очень Макаров отдавал классную передачу на Баскакова. Жаль, потому что так бы третий мяч бы перерывал. Это было бы, конечно, еще может быть. Антон Шунто позволяет Былине разыграть мяч. Шебека. Видишь, да? И Джок уже завозился и потерял позицию для удара. Надо было скидать. Заигрался Джок сейчас. Но не было нарушения, там показывает Денис Лукашов выиграл мяч, и опять остался мяч у Крумкачева. Макаров один абсолютно сейчас. Может на Прохачева. Ну, слишком слабая передача получилась. Былинов просто сегодня выжигает. В некотором смысле пока man of the match. Пытаются атаковать хозяева, но Былинов просто не дает им этого сделать. Очередная передача на Прохачева.
прошло дополнительное время, я не видел, сколько поднял. Резервный арбитр. Макаров пытался добраться до мяча очередная. Вот может получиться атака. Может, последняя атака Ивацевича в первом тайме. Позиционно располагается. Между прочим, от Гахари мяч уходит. Там не слышал, он показывает, что не слышал. И Гогов сумел выбить мяч на угловой. Но вот еще будет одна атака у хозяев. Будет угловой. Высокие центральные защитники и другие футболисты находятся в штрафной площади. Ходневич на ближней штанге закрывает. Первый тайм окончен, счет 2-0 в пользу Крумкачо, отдыхаем.
покажи. Сейчас заявку пишу. Хорошо. Может, музыку уже выключить? Музыку гасите уже. Пропустил замену. Замену я пока. Я не знаю. Кого на кого поменяли? Замена в команде футбольный клуб Ивацевичи. На поле вышел футболист под номером 15 Власовец Евгений. Вместо номера 19 Николаенко Кирилл. Замена произошла в перерыве у наших соперников. На поле вышел Кирилл Власовец. Посмотрим, как это поможет хозяевам. После первого тайма счет 2-0 в пользу Крумкачева. Голами отличились Сергей Кошель, который забил 7-й гол в сезоне. И Игорь Макаров для него. Это третий результативный удар. Казалось, Ходневич выиграл мяч, отдавал на Макарова, но мяч от Макарова ушел в аут. Баскаков хотел изящно сыграть, но не получилось. И отдал мяч соперникам. Ну, мог получиться опасный удар, но Антон Шинто забирает мяч. Самый бьющий в составе хозяев. Опять это начинает атаку Крумкачи через центральных защитников. То есть много атакует позиционно, приходится атаковать команде Алексея Кучука. Макаров, наверное, не успеет. Но успел Макаров на самом деле. Казалось. Ну, вот угловой Макаров успел подать от лицевой линии и после рикошета бил Денис Лукашов и заработал угловой. Баскаков будет подавать, никого нет, разыгрывать явно не будет. Значит. Опять штрафной, все высокие центральные защитники, Шибека, Алексей Василевский и Прохачев пришел. Отлично добивал мяч. Там Кошель пытался отдать на Шибека, но залез в офсайд, потому что был ближе всех к воротам, когда вратарь отбивал мяч. Но Макаров хорошо, плотно пробил в самый угол. Если бы, может, чуть быстрее мяч шел, так не успел бы вратарь. Так?
Отлично Гахария сыграл сейчас. Надо не бросать свой фланг. Возвращается Дмитрий на правую бровку. Не дал быстро провести контратаку Зяеву. Им приходится позиционно атаковать. Много футболистов. Антон Шунто спокойно контролировал полет мяча и вот разыгрывать опять, скорее всего, видите, там Былина слева расположился справа, Шибека, Антон Шунто просто сильно выдал мяч вперед, правда сразу попал на соперника. Не получилось сохранить мяч. Пархачев там не дает добраться до мяча 20-му номеру Алексею Бахарю. У Алексея был момент в первом тайме, когда он оставался 1 на 1 с Булиной, там, опытный защитник блокировал удар, а там все могло по-другому повернуться по счете 0-0. Забей хозяева, неизвестно, как бы сложилась дальнейшая игра. Ну, еще много времени, 40 минут, у нас прошло 5 минут второго тайма. У вас замена готовится, да? Смотрю. Замена готовится, выходит Сергей Адасько. Адасько. А нет, это Королько, минутку, сейчас я скажу, отсюда не вижу. Да, уходит с поля Алексей Ходневич и выходит Николай Королько. Уходит. Алексей Ходневич уходит, выходит Николай Королько. Тоже недавно присоединился этот нападающий к Крумкачам. Известен по выступлениям за Осипович. И... Замена в команде футбольный клуб Крумкачи. На поле выходит футболист под номером 24 Королько Николай. Вместо номер 9 Ходневич Алексей. Ходневич, да? Ушел. Вот, Николай Королько успел провести 2 игры за Крумкачи, вышел в старте против... С кем же это он играл? Наверное, с Горкой или с Горков. Результативными действиями не отметился, а в прошлые выходные в матче против Энергетика Богату вышел на замену. Баскаков разгоняет очередную атаку Крумкачев. Довольно низко по позиции получил мяч, перемещается вперед, показывает: дайте мне мяч. Там Былин хорошо прошел. И вот сейчас Былине нужно успеть вернуться. Конечно, Гахария просто прекрасно сыграл сейчас, абсолютно... Успел Гахария в последний момент выбить мяч, там вполне счет может быть 1-2. Вот ответили Ивацевичи. Быть внимательнее, там вот Былин как раз пошел
в атаку, вроде все было неплохо, но... Пробил опять Водопьян по воротам. Самый активный, наверное, футболист первого тайма в составе Ивацевича. Трижды бил, очень опасно. Баскаков начинает атаку. А что он остановился? Странно, Баскаков пробросил мяч, себе там остановился, и теперь хозяева могут играть атаку. Хорошо помогает здесь. Зимний Гахари. Показывает, что там ушел мяч, да? Там показывает, что при передаче было вне игры, хотя сложно по такому ракурсу определить. Поверим боковому в данном случае. Интересно, призывает Алексей Кучук Николая Королькова активнее прессинговать соперников, не давать им разыгрывать мяч. Но... Джок не обокрал. Вратаря Ивацевича. А он сейчас... Очень большой разрыв получился, линия между полузащитой и атакующей группой Крумкачева. То есть даже могла быть подбор, но сейчас вернулся Баскаков, но уже не подсказали. В очередной раз проходит Былина. Позиционно прижали Ивацевича в эти минуты команду из Минска. Правило. Передача была на Олега Прощенко, кажется, и оказался там. Все, Джо хотел быстро бросить мяч в игру, но Гахария попросил не делать этого, немножко сбить темп. Бросает Гахария мяч на Баскакова. Теряет мяч Крумкачи таким образом. Подхачев здесь отыграл, но не убрал ногу и оставил мяч своей команды. Баскаков, кстати, сейчас вот ошибся, пытался красиво сыграть, но... Сзади идет!
Стандарт сейчас. Очередные пару минут без центра поля провели команды. Джок там едва не обыграл двух защитников, но немножко не хватило ему. И Пахачев не дает Ивацевичу перехватить мяч, и снова разворот атаки на другой фланг. Может получиться, а нет на самом деле. Накрапывает дождик Ивацевича. Вообще хорошая погода, тепло сегодня. Ну, здесь конька капает немножко. Там подтолкнули Николая Королько на фланге, и может получиться стандарт. Опасный момент может получиться. Игорь Макаров у мяча. И Джок забивает свой 8-й гол в чемпионате. Макаров забил, нет? Кошель забил. Макаров. Ну, головой. Макаров. Не Макаров. Кошель забил. Макаров забил. Не, он уже Джок. У него Нет, мы с его интервью помним. На 61-й минуте гол в ворота команды Ивацевича забил футболист под номером 49 Кошель Сергей. Так вот, стандарт принес все плоды. Вот опасный удар уже наносит хозяева. Антон Шунто поймал мяч, летевший в угол. Учитывая, что Алексей Ходневич был заменен, уже точно можно сказать, что Коша забил больше своего партнера по атаке в первом круге. У Леши Ходневича 7 мячей, у Коши стало 8. Былина не принимал двойного решения, просто выбил мяч на угловой. Что, смотрим подачу углового. Антон Шунто меняет направление полета мяча и может получиться контратака. Баскаков разгоняет атаку. Не очень удобно, мне казалось, отдал мяч Кошелю. Отдавал Джок на Макарова, но там вратарь хорошо вышел из ворот и забрал мяч.
Еще один угловой будет подавать Ивацевичу. Там Дмитрий Прохачев доборолся в эпизоде и не позволил пострелить во вратарскую. Замена готовится в составе Крумкачева. Кажется, сюда плохо видно, но мне кажется, что это Брилев или Пивульский. Я предположу, что это Пивульский, потому что Баскаков поменяют. Хороший передача. Владимир Шебеков подключился к атаке. Уходит Шебеков, но не так. Все, придется опять позиционно атаковать. Контратака не получилась. Мяч уходит на угловой. И замена, когда сейчас будет или после? Замена. Пивульский. Ну, готовится выйти Пивульский, 13 там. Показалось, что летит в ворота мяч, но там получил повреждение в борьбе с Владимиром Шебеком вратарь Ивацевичей. Кажется, нужна помощь. А вот замена у Крумкачева. Баскаков уходит с поля и выходит Андрей Пивульский на 60. Микрофон в следующий раз. Оказывают помощь следующему вратарю. Наверное, уже минуты 3, да. Все это время будет компенсировано к основному, конечно. То не дай ему выйти. Бей поворотом Гаха.
10-я минута матча началась. И счет 3-0 в пользу Крумкачева. Если в первом тайме Ивацевичи больше атаковали и позиционно, и в контратаках, то во втором тайме тяжелее хозяевам приходится. Мяч контролируют гости. Еще одна замена готовится в составе Крумкачев. Евгений Брилев у кромки поля, нападающий. Скорее всего, заменит Сергея Кошеля. И вариантов я не вижу. Сколько можно уже тягать? Два Кошель с Королько не обыграли центрального защитника. Опасно так из своих ворот действовать. Всегда может привести к какому-то опасному моменту. Владимир Шебека убегает не первый раз на поле, на сторону поля соперника. Передача Андрея Левульского не нашла адресата там. Захария завозился с мячом, не успел отдать пас партнеру, и может случиться опасная атака. Проченко. Капитан Ивацевич бил поворотом. У нас замена. Вот так вот Николай Королько не вошел в игру, судя по реакции Алексея Кучука, и меняется уже вышедшего на замену Королько. Вместо Николая Королько Евгений Брилев выходит, 20 номер. Судя по всему, замена вратаря у Ивацевича происходит. Ивацевич, он уже был, он уже вышел на замену. Место Королько выходит Брилев. И вратарь кто там? У вас, смотрите, кто там. Ну, так вот тоже бывает. Надеемся, что не получил никаких повреждений Николай Королько. Но теперь 20 минут есть, даже меньше у Евгения Брилева для того, чтобы себя проявить. Брилев начинает с того, что активно прессингует, но не успевает за футболистом Ивацевича. Он уже в штрафной. Хорошую атаку сами себе создали хозяева. Дошли до штрафной, не сумели нанести удар. Не первый раз такая ситуация в этом матче. Замена в команде Ивацевича. Место номера 33 Кожедуна Максима вышел номер 1 Литвинчук Дмитрий. Замена команде Крумкачи. На поле вышел футболист Подмалович Брилевич Евгений. Вместо Королько Николай номер 24. Опасно было сейчас. Прострел с фланга. Мяч рикошетом ушел на угловой. Очередной угловой. Уже много угловых подала команда хозяев. Пока большой опасности они таили. 15 минут остается до конца матча.
Замена в команде Ивацевича. На поле вышел футболист под номером 13, Мирончик Игорь. Место номер 11 Мигун Артур. Интересно, что в предыдущих матчах МК-шоу в поле выходил запасной вратарь, молодой Владимир Лойко. Интересно, дадут ли сегодня ему возможность появиться в игре? В матче прошлого тура с энергетиком Бугату Лойко отыграл вместо Антона Шунтоса в тайм второй. День прилет. Не беги, Иван, не игры, не лезь. Ульский подавал в штрафную, а центральный защитник выбил мяч за боковую, будет там. Еще одна замена в составе Крумкачева. Вместо Дениса Лукашова, 5-го номера, выходит на поле Сергей Адаська. Замена в команде Крумкачи. На поле выходит футболист под номером 23 Адасько Сергей. Вместо номера 5 Лукашева Дениса. Головых немного, конечно. Головых много подавляющих. Еще один? Нет. Отворот показывает. Пробил мимо. Атакующий футболист. Так Шибека ошибся в передаче. Может получиться опасная атака. Гол. Ну, удар не получился. Но очень опасно, конечно. Обрезка Шибека чуть не привела к пропущенному голу. Олег Проченко получает желтую карточку, непонятно за что на самом деле, мы за слова судим по всему. Тем временем 10 минут у нас остается до конца основного времени матча. Будет добавлено точно. Помогали там доктора основного
основному вратарю Ивацевичей. И были замены у нас, поэтому 3 минуты будет добавлено. А вот Кошель прорывается. Показалось, что головой, но бригада арбитров считает иначе. И просит еще раз вратаря вести мяч в игру. Либо по катящемуся мячу, да, либо не с того места. Замена в составе хозяев. Вместо Дмитрия Богдановича на поле выходит Виталий Ермакович. Подачка очень настырная. Цепляет он. Хозяев, и Антон Шанто забирает мяч в руки. В общем, сейчас хорошо сыграла центральная зона. Обороны. Да, вместо 9-го номера. Смешно. Человек уже. Произведена замена в команде Ивацевичей. На поле вышел футболист под номером 4. Ермакович Виталий. Вместо игрока номер 9 Богдановича Дмитрия. Он не это самое. Ну, не видно. А чем сколько лет получается ему сейчас? Я посмотрю. А? Ну, я понял по Аяксу. А, то есть 36. Еще себе так. Не игры, конечно. Да ладно, не было вне игры. Давай, Адаська. Евгений Брилев хотел пяткой замкнуть передачу Сергея Адаська. Немножко не хватило. Вне игры. Опять на самом деле. Евгений Брилев забивает 4-й мяч. На 85-й минуте гол ворота команды Ивацевича забил футболист под номером 20 Брюли Евгений. Лев Евгений.
Жоли забил. Шебека играет на позиции инсайда, нормально. Ну. Кураж. Макаров опасно бил сильно в дальнюю девятку, но попал. Заканчивается матч, осталось 1 минута основного времени, будет добавлено несколько минут. Этим матчами в Крумкаши заканчивают первый круг. И от того, какое место они займут, будет зависеть от матча сегодня таких двух принципиальных наших соперников. Это Рух и Ашмяны. Они играют между собой. Единственное поражение Крумкаши потерпели в первом туре именно Ашмян, с которыми встретятся следующие выходные на выезде. Будет интересная игра. Если у вас есть желание, приезжайте в Ашмян и поддержать нашу команду. Лежит на газоне. Давайте быстрее, что вы тянете. Проигрывайте 4-0, они в центр мячик разыгрывают. Такой культурный парень. Давай быстрее решай, ё-моё. Время ты. Окончен матч, побеждает Крумкаши с счетом 4-0 в Ацевичах. Ждем всех в следующем туре. Ашмянов. Спасибо за просмотр. Не вырубай, подожди, нет, Еще раз благодарю вас
за то, что вы посетили этот матч, и выражаем надежду, что вскоре вновь встретимся с вами на очередном матче. Футбольные клубы выражают свою благодарность партнерам и спонсорам. До новых встреч! Следующая игра. И в встречах 4 августа наша команда будет встречаться со Слеповичами, футбольным клубом. До новых встреч! Приходите поддерживать нашу команду 4 августа.